Система среднего профессионального образования активно развивается. И уже в прошлом году по России количество студентов колледжей и техникумов превысило количество студентов университетов. И с уверенностью можно сказать, что колледж – это один из вариантов получения качественного образования. Получение профессии в колледже становится устойчивым трендом. Нынешняя молодежь активнее делает выбор в пользу получения среднего профессионального образования. Если 3 года назад его выбирала только половина девятиклассников, то сейчас в колледже поступает 60% выпускников 9 класса и 30% выпускников 11 классов. Только за последний год численность студентов в колледжах Дальневосточного федерального округа увеличилась на 5500 человек. Согласно данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, дополнительная кадровая потребность предприятий ключевых отраслей экономики Дальнего Востока составит более 100 тысяч человек до 2026 года. 71% потребностей – это специалисты со средним профессиональным образованием. По статистике Приморского края у нас после 9 класса выбирают именно колледжи для дальнейшего обучения, чтобы они уже получили профессию и могли раньше выйти на рынок труда. Ну а часть ребят наиболее толковых, талантливых после окончания колледжей дерзают, что называется, и поступают в вузы. И мне кажется, это очень правильный вариант, когда ребята, поступая в вузы на какие-то специальности, они уже имеют не только такое, знаете, общее представление о будущей профессии и виду своей деятельности. Они эту профессию, что называется, уже потрогали руками. В Приморском крае система среднего профессионального образования сейчас является одной из самых приоритетных отраслей в области образования. При этом хотел бы выделить, что Приморский край по итогам конкурсов, всероссийских конкурсов по проекту «Профессионалитет» выиграл 5 огромных грантов по 100 миллионов рублей каждый. Это только федеральное финансирование. Плюс регион выделил не менее чем по 20 миллионов на каждый кластер. И еще крупные работодатели внесли собственные свои внебюджетные средства. Эти 5 кластеров – это 1/3 от всех кластеров, которые создаются на всем Дальнем Востоке Российской Федерации. То есть очень большое представительство. Какие это кластеры? В первую очередь это судостроение, сельское хозяйство, строительство, морской транспорт и машиностроение железнодорожное. Вот 5. В рамках этих кластеров определены опорные колледжи, на базе которых создаются современные учебно-производственные мастерские, в которых можно не только учить ребят каким-то практическим навыкам, но и с использованием этого оборудования даже выполнять какие-то технологические процессы, которые используются на производствах. И в этих же колледжах можно фактически производить отдельные виды продукции, которые в дальнейшем и используются в производстве. Морской инженерный колледж имеет богатую историю подготовки кадров для морского и рыболовного флота. Колледж образовался путем слияния 2 старейших учебных заведений города Владивостока. Обучение ведется за счет бюджетных ассигнований и на договорной основе. Стоимость обучения от 99 до 136 тысяч, в зависимости от специальности. Высококвалифицированный педагогический состав колледжа помогает обучающимся в освоении теоретических знаний и практических навыков как в стенах колледжа, так и на производстве. Практика проводится на судах морского и рыболовного флота, в транспортно-логистических компаниях, портах и на производстве, занимающимся эксплуатацией холодильного оборудования. Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, предусмотренных учебными планами основных образовательных программ, реализуемых в Морском инженерном колледже. В Морском государственном университете у нас представлены все уровни образования, начиная от школьников и завершая аспирантурой. Морской инженерный колледж – это наша жемчужина, мы очень им гордимся. Он реализует программы среднего профессионального образования, также для подготовки плавсоставов судов, а также для подготовки кадров всей береговой инфраструктуры.
Бюджетных мест у нас порядка 280-300 в колледже. Следует сказать, что в этом году мы выиграли конкурс и вступили в программу «Профессионалитет 2023». И в рамках профессионалитета у нас планируется увеличение бюджетных мест для тех, кто пожелает именно поступить на программы профессионалитета, а также много интересного в рамках реализации тех программ, которые у нас вступили в программу. Особым спросом у нас пользуются, конечно же, будущие судоводители, судомеханики, электромеханики, так называемые рефмеханики, те, кто обслуживают холодильные, рефрижераторные установки, в том числе на судах, но не только. Это такой топ для нашего колледжа, и к нам едут дети со всего Приморского края, со всего Дальнего Востока. Также к нам приезжают ребята из Якутии, и я знаю, что для Республики Саха-Якутия очень важна подготовка специалистов, в том числе для своих судоходных компаний и для предприятий, которые связаны с портовой инфраструктурой. Поэтому мы с радостью ждем всех ребят, которые захотят связать свою жизнь с морем и не только. Александр Потапов с детства мечтал связать свою жизнь с морем и сегодня обучается в морском инженерном колледже по направлению основы судовождения. Он рассказал, что любовь к профессии ему привил брат, работа которого также связана с морем. С детства меня привлекало морское дело в принципе. Ну и, возможно, еще повлияло на это то, что у меня брат служил в военно-морском флоте здесь же, во Владивостоке. Всем выпускникам, которые хотят связать свою жизнь с морским делом, я советую, чтобы они приходили и поступали в морской инженерный колледж Морского государственного университета имени адмирала Геннадия Ивановича Невельского. Развитие экономики Дальнего Востока предъявляет новые требования к подготовке кадров. Большая потребность в самых разных специалистах, особенно рабочих профессий. На эти вопросы отвечает система среднего профессионального образования. Приморский политехнический колледж – один из крупнейших СУЗов на Дальнем Востоке. Обучение ведется на дневном и заочном отделениях. Сегодня политехнический колледж во Владивостоке является некоммерческой организацией, которая ежегодно выпускает более 2000 квалифицированных специалистов и рабочих. После окончания обучения выпускникам оказывается помощь в трудоустройстве. Зачисление в Приморский политехнический колледж происходит по конкурсу среднего балла аттестата, за исключением специальности архитектура. Для данного направления предусмотрен вступительный экзамен в виде рисунка. По конкурсу прошлого года самый большой конкурс был на специальность информационной системы и программирования. Средний балл аттестата там составил почти 4,5 балла, то есть мы набирали всего 25 бюджетных мест. Конкурс был почти 4 человека на место, то есть это вот. Затем у нас шло и техническое обслуживание, ремонт автомобилей, строительство и эксплуатация тоже набирает свой оборот. Среди девочек это, конечно же, гостиничное дело. На 2023 год у нас заявлено, и мы получили контрольные цифры приема, бюджетные места у нас 370 бюджетных мест по 14 направлениям очной формы обучения разных профилей, от социально-экономического, такое как бухгалтерский учет, гостиничное дело, и заканчивая технологическим профилем, как строительство, эксплуатация зданий и сооружений, и ремонт, техническое обслуживание, и ремонт агрегатов и двигателей. Что касается бюджетных мест, то по каждому направлению специальности у нас есть 25 бюджетных мест. Набираем мы студентов на базе основного общего образования, это 9 классов. Соответственно, платная стоимость обучения в этих группах будет составлять 64 тысячи в год. На базе 11 классов со средним общим образованием стоимость обучения будет составлять 57 тысяч в год. Как правило, стоимость у нас фиксированная, и данная цена умножается годовая на срок обучения, в зависимости от специальности, у кого 3, у кого 4 года. И до конца обучения по договору, как правило, она не меняется. У нас 4 корпуса, 2 общежития, поэтому огромный перечень дополнительных образовательных услуг, спортзал, актовый зал, столовый, благоустроенный читальный зал, то есть полностью инфраструктура позволяет готовить высококвалифицированные кадры.
Работаем со студентами из Якутии. В настоящее время у нас обучается 10 студентов. Они у нас обучаются в разных корпусах, и в этом, где мы сейчас находимся, и в центре города на Октябрьской, 13. Общежитие им предоставляется. Ну, так как ваша администрация тоже ежесеместрово следит за их посещаемостью и успеваемостью, поэтому вот такое общее дело мы делаем, и довольно-таки успешно, конечно же, они получают дипломы. Максим Томский еще со школьных лет увлекался компьютерами, поэтому решил пойти в сферу IT и поступил в политехнический колледж. Учеба проходит отлично, планы после окончания учебного заведения амбициозные. Еще со школьных лет я увлекаюсь компьютерами, и после школы я уже выбрал то, что я поступлю сюда и буду обучаться на системного администратора. Ну, мне нравятся компьютеры, и в будущем я бы после обучения хотел работать в какой-нибудь крупной IT-компании или же администратором сетей и проводить в каких-нибудь, например, Ростелеком, там, проводить интернет и налаживать сервера, ну и по профессии дальше связано. Факультет среднего профессионального образования в 2013 году был основан как структурное подразделение Тихоокеанского государственного медицинского университета. Основной задачей факультета является подготовка высокопрофессиональных специалистов в области охраны здоровья посредством реализации основных образовательных программ в условиях развития современных технологий. На данный момент факультет реализует 3 направления подготовки – сестринское дело, стоматология профилактическая и фармация. Факультет среднего профессионального образования на данный момент реализует 3 направления подготовки. Стоматология профилактическая, очной формы, сестринское дело и фармация очной и очно-заочной формы. В перспективе мы хотим открыть еще направления в области реабилитологии. Каждый год мы выпускаем порядка 100 выпускников. В том числе это и студенты из Якутии и Дальневосточного федерального округа. Тихоокеанский государственный медицинский университет, Министерство здравоохранения Российской Федерации, один из ведущих вузов медицинских на Дальнем Востоке. В 2013 году был открыт факультет среднего профессионального образования. Что касается проживания наших студентов, то мы выделяем общежития для иногородних студентов. Востребованность колледжа можно объяснить запросами рынка труда, ведь сегодня дефицит именно квалифицированных рабочих кадров. Из общей заявленной работодателями в ключевых отраслях экономики Дальнего Востока кадровой потребности 71% составляют квалифицированные рабочие. Сегодня колледжи адаптируют свои программы под потребность работодателей, чтобы выпускники сразу после окончания были востребованы на рынке труда и смогли максимально быстро устроиться на работу.